Я бы описал стабильность. Чиновники, которые пришли к власти, они присматривают ситуации. Идет политическая борьба на политическом поле. Потихонечку новая власть расставляет свои фигуры. Уголовные дела, да, заводятся, но есть некий крен все-таки в сторону того, что изолируются фигуры Атамбаева, в первую очередь. Очень много коррупционных дел можно было бы раскрыть, но в основном коррупционные дела идут, которые связаны с фигурой Атамбаева. Поэтому это тоже несет в себе риски. Я думаю, что политические элита Кыргызстана должна находить консенсус, а консенсус может быть только приход политических, как вам сказать, профессионалов на политическом поле. Мы же видим, это системный кризис. Пожалуйста, МИД, Министерство социальной защиты, Минздрав, другой возьмите, один и тот же кризис. Это политический кризис всей системы, потому что кадры расставлялись по политическим квотам, кадры по протекционизму и политической конъюнктуре, хоть в МИДе, хоть в других местах. А отдуваться приходится профессионалам. Я не думаю, что Эрлан Абдулдаев такой уж и не профессионал, но кадры решались наверху в 7-м этаже, назначение в посольство, совершенно как бы не являющихся дипломатами, кадровыми и так далее. Также и в других министерствах. Это системный кризис. Только приход профессионалов решит эту проблему.